Что сделает ингуш, дагестанец, чеченец, если ему в руки попадет человек, чья мечта – взорвать мечеть? Как бы вы отнеслись к человеку, который строит план, продумывает его, действительно мечтает уничтожить дом Аллаха? Такой человек – Ричард Маккини, отставной сержант морской пехоты США. Он даже не боялся сесть в тюрьму и считал, что его решение правильное. Единственное, что заставило его перенести исполнение своего решения, это его 8-летняя дочь. Поговорив с ней, он решил дать исламу последний шанс, как он сам выразился. Маккини направился в мечеть. Там у входа Маккини встретил одного мусульманина. Ричард Маккини. Он спросил у меня, могу ли я чем-то помочь. Я ответил, да, я хочу, чтобы ты рассказал мне об исламе. Человек дал мне Коран, посоветовав, читай его и возвращайся, когда будут вопросы. Я так и сделал. Спустя всего 8 недель после того, как Ричард впервые ступил на порог дома Аллаха, он стал мусульманином. Через 3 года Маккини, известный сегодня также как Умар Саид, возглавил исламский центр города Манси. Еще одна история уже из Европы. Там один ультраправый депутат построил карьеру на резкой критике мусульман. Йорам ван Клаверен, нидерландский политик, решил написать книгу «Коран – это яд». И пока писал ее, ему пришлось изучать ислам. И он поверил, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник его. Он принял ислам. Это не первый случай в Нидерландах, когда ультраправый политик становится мусульманином. В 2013 году член той же партии Арно ван Доорн также перешел в эту религию. В Германии Артур Вагнер был председателем антиисламской организации, боролся с распространением ислама. Все эти люди ненавидели ислам. Все они так или иначе хотели причинить вред мусульманам, либо физически, либо просто ограничить в правах. Что же делаем мы на Кавказе? Мы объявляем травлю, войну каждому, кто просто не похож на нас. Детям, которые смотрят аниме, взрослым, которые остались светскими, приезжим, потому что чужие. В то время, когда пророк прощал своих врагов и простил убийцу своего дяди, и его враги принимали ислам и распространяли его. Если тебя одолевает гордыня и тебе кажется, что ты правильный мусульманин, а все остальные вокруг грешат, задумайся. Возможно, их иман завтра будет крепче, чем твой.